есть, конечно, мне оно интересно. Я полностью предан Украине. Это, чтобы вы понимали, я в Украине не случайно оказался. Я приехал совсем юным в Украину. Я учился тут, я служил в армии Украины, я очень активно был участником первого-второго Майдана украинского. В целом общей сложности, наверное, в своей взрослой жизни я 11, может 12 лет провел уже в Украине. Поэтому для меня это реально вторая родина, и страну, которую я очень люблю, которую очень предан, и которую хотел бы поставить на ноги и быть частью превращения Украины в настоящую государственность. В Грузии мы провели те реформы, которые до сих пор работают. То есть в Грузии сохраняется очень низкая коррупция, очень эффективная государственная система в смысле обслуживания граждан, хорошая налоговая система, хорошая система правопорядка, хорошая инфраструктура, которую мы оставили. Ну, конечно, есть бреши появились. Главная брешь в политической жизни, потому что реально один олигарх приватизировал это все, прихватизировал. Это крупнейший частный акционер «Газпрома» Иванишвили. И реально, во-первых, разрушил грузинскую армию, грузинскую контрразведку, то есть те вещи, которые беспокоили Россию, начал с Россией сотрудничать по вопросам, по которым то есть человек, который независимый, который любит свою страну, не должен сотрудничать. И уже первые бреши появились в направлении коррупции. Но пока что вот это то, что меня волнует. И другое, он реально фальсифицирует выборы, как настоящий олигарх присваивает себе политическую власть. Я думаю, что народ долго это терпеть не будет, потому что народ Грузии попробовал уже, как это жить иначе. Чеченцы же очень хорошо себя зарекомендовали в Украине, и это было очень важно, потому что, как мы знаем, Путин заслал оттуда там наемников Кадырова, и то, что Украину защищали чеченцы, это реально очень хорошо было для чеченцев. Ну, у нас есть несколько сот грузинских профессиональных военных, которые тоже сражаются на фронте. Уже где-то, ну, больше 12 или 13 грузинских офицеров уже погибло на этой войне. Многих из них я знал лично, это, конечно, моя персональная драма и трагедия тоже. Но я уверен, что эти вещи просто не пройдут, потому что судьба Российской империи решается в Украине, в том числе судьба чеченского народа, судьба Грузии решается в Украине. И поэтому ребята, которые там были и мужчины, и женщины, чеченцы, чеченки, которые воюют, они воюют и за свободу чеченского народа. Это меня не вызывает никакого сомнения. Ну, это была история, когда это была провокация чистой воды, потому что группу, к сожалению, укомплектованную из чеченцев направляли через границу в Россию с нашей территории. То есть ситуация, когда с другой стороны ждали российские спецназовцы, массовое российское формирование, это они хотели использовать как претекст на вторжение в Грузию перед выборами. И не случайно, что они туда направлялись, не случайно, что там были провокаторы внутри этой группы. И мы не могли себе позволить, чтобы людей использовали, и в эту ситуацию использовали для того, чтобы все полностью взорвать опять ситуацию и найти новый повод для агрессии. И поэтому правоохранительные структуры Грузии работают четко, к сожалению, были жертвы с двух сторон.
Эта ситуация, от этой ситуации никто не застрахован, пока существует Путин, пока существует ФСБшная система, пока существует Кадыров со своими приспешниками. Они будут это делать, и мы должны быть осторожными, чтобы не поддаваться на эти провокации. Я думаю, что мы поменяем Украину, покончим с Путиным и спасем в том числе весь Кавказ.